Всем привет, меня зовут Иван Пронин. Сегодня я и двое моих друзей уезжаем в столицу Японии, город Токио, чтобы принять участие в чемпионате Азии по бразильскому джиу-джитсу. Погнали! Забираем первого из двух, Бориса Корнилова. А за рулем у нас сегодня несравненный Евгений Колодезников. Нет, нельзя. Второй из двух, Владимир Боб Пермяков. Его не видно, но он здесь. Нам достались самые лучшие места. В самом сзади. Мы не сможем откинуться. Мы прилетели во Владивосток. Боб, ты что, спишь? Да, все спим. Мы все спим. С открытыми глазами. Я говорит по-русски. Мы заселились в капсульный отель. Изнутри это напоминает какой-то космический челнок, в котором вы, возможно, дрейф увидите в открытом космосе. Что здесь прям очень классно. Здесь всякие LED-панели, которые убавляют цвет, прибавляют. Прям вообще здорово. Сегодня здесь будем ночевать. Посмотрим, каково это. Так вот все тут здорово, прекрасно. Бэм. Мы зашли пообедать. Утренний Владивосток. Мы топаем. Бонжорно. Мы топаем на Аэроэкспресс. Сейчас в аэропорт. Ну а следующая остановка у нас будет в Японии. Прошли таможню. Мы расселись. И я у окна, как самый главный. Ну, отобрал у меня место. Мы прилетели. Мы вышли на нужной нам станции, немного поблудили, но в принципе неплохо. Ощущение, как будто мы в каких-то декорациях из какого-то фильма. Ощущение нереальности. А вы знаете, что очень смешно? Мы когда в самолете летели, стюардесса ко мне обращалась на русском, а к ребятам на английском. И я угорал. Завтрак. Как в кине. Целая банда рыб приплыла. И одна черепашка. Ниндзя. Лео, ты ли это? Походу сейчас будет разборка. В маленьком Токио, да? Это наш товарищ с Якутска, Антон. Он переехал в Японию почти 2 года назад. Учит язык самостоятельно. То есть он приехал сюда без знания языка. Да, учит язык. Он медик по образованию.
учат здесь названия лекарств на японском языке, как проходят там различные лечения и тому подобное. То есть, ну, парень вообще погрузился с головой. Вот такие вот дела. И сегодня мы решили посетить Tokyo Skytree. Это башня. Вот она сзади меня со смотровой площадкой. Здесь еще параллельно огромный торговый центр. Поднимаемся в лифте Сан-Кобэй на 350 метров в высоту, да. Все, мы практически уже на месте. Дотопали. Осталось только найти вход. Дайте рамен. Аттестация прямо на улице. Так, мы на месте. Через час небольшим у нас начнутся схватки. Ну что ж, я завершил все свои схватки. Вы, наверное, можете заметить ленту с предполагаемой медалью на моей шее. Ну что ж, я этого хотел. Я это получил. Это было круто. Все 3 схватки и все досрочно, все с адмишенами. 2 удушающими, 1 болевым. Последняя и предпоследняя, то есть 2-я и 3-я схватки мне попались бразильцы. Были такие ребята напористые, характерные, пришлось ломать и душить конкретно. Первый парень, он, походу, был англичанин. Я его задушил, он уснул, судья этого не заметил. И я вижу, что парень отключился, захрипел. И я одной рукой продолжаю держать захват на удушающем, а второй машу судье с криками: «Воу-воу-воу, парень, походу, спит». Что ж, хочу сказать огромное спасибо всем своим ребятам, с кем я занимаюсь в Якутском БЖЖ. Спасибо вам. Благодаря вам я становлюсь сильнее. Отдельную благодарность я хочу выразить своему тренеру Тимофею Ушницкому, который сейчас находится в Китае. Бро, это и твоя заслуга. Всем ос! Восточно-Сибирский лицей приглашает на обучение с 1 по 11 классы. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Лицей предлагает программы с углубленным изучением биологии и химии, а также экономики и права. Телефон 36 97 92. Якутский колледж инновационных технологий приглашает выпускников 9 и 11 классов начать обучение по актуальным специальностям: бухгалтерия, финансы, юриспруденция, логистика, сервис на транспорте и другие. Телефон приемной комиссии 26 26 65.